Знаете ли вы, что все ваши желания не случайны? Мозг никогда не хочет ничего ни с того, ни с сего. В целом у мозга два типа желаний. Это желания все, которые связаны с едой, и все, что с едой не связано. И с пунктом еда, я думаю, все понятно. Но вот от чего хочет мозг, если это не связано с едой? Он может хотеть чего угодно. Признания, отношений, независимости, власти, мести, статуса, покоя, в конце концов. Ну и еще много чего может хотеть ваш мозг. Давайте вместе попытаемся разобраться, что может стоять за тем же обычным желанием похудеть. Если я, допустим, хочу похудеть, значит, мой мозг хочет сознательно отказаться от еды, хотя она для него важна. Это понятно. Если появилось такое желание, и оно, значит, относится к категории не еда, для чего мой мозг сознательно от нее отказывается, чего моему мозгу в действительности не хватает. Итак, в случае, если я хочу похудеть, мало кто действительно хочет ходить полуголодным, в чем-то себе отказывать, заниматься физическими какими-то нагрузками. В действительности, в желании «хочу похудеть», в основе этого «хочу», скорее всего, это я хочу признания, я хочу одобрения, хочу быть любимой, хочу не сильно отличаться от остальных, потому что человек – это стадное животное. Безопасность обеспечивает принадлежность к группе, которая готова в той или иной степени разделять мои сложности, мои проблемы, принимать меня. Но чтобы принадлежать к этой группе, мне нужно ей соответствовать, хочу я этого или не хочу, и в том числе и внешне. И значит, если я хочу похудеть, значит, скорее всего, это означает, что мне одиноко, или я боюсь остаться в одиночестве, оказаться невостребованной, нелюбимой. Боюсь, что окружающие будут безразличны к моим проблемам или тем или иным сложностям. Все, что касается спонтанного желания купить что-то новое, дорогое, ненужное, пусть это будет одежда, машина. Обычно дело не столько в желании какого-то такого особого комфорта, который мне даст эта одежда или машина, а в желании обретения какого-то особого статуса. Если мой мозг вдруг стал настойчиво требовать что-то новое, дорогое и непонятно зачем и кому нужное, значит, нужно покопаться в собственной жизни и выяснить, почему я считаю свой социальный статус каким-то недостаточным. Может быть, кто-то потрепал мою самооценку. Может быть, я пытаюсь кому-то что-то доказать свою значимость. Если по каким-то причинам вы сами недооцениваете себя, надо в этом разбираться. И желание срочно, немедленно, допустим, куда-то переехать, куда-нибудь подальше, часто связано не с обстоятельствами, а с потребностью в обычном покое. Значит, у меня есть потребность в каком-то защищенном месте, убежище, где мне безопасно, комфортно, спокойно. И это удовлетворение одной из базовых потребностей человека. Значит, вам не столько нужно куда-то переехать, а нужно физическое место. Пусть это будет квартира, дом, офис, какая-то любая точка, где вы чувствуете себя в полной защищенности. Не испытываете какого-то страха за свою физическую или психологическую безопасность. И поэтому вы можете достичь состояния, вот этого вожделенного состояния покоя. И если по тем или иным причинам, внутренним, внешним, такое место исчезает, соответственно, прежнее безопасное место стало небезопасным. Мой мозг должен решить эту проблему, эту ситуацию. И так же, как и в древности, он будет в поисках безопасного убежища, какой-то новой безопасной пещеры. Поэтому не стоит сразу покупать билеты и куда-то переезжать. Переезд в другую страну легко может еще больше на самом деле лишить вас того самого покоя. Сперва лучше спросить себя, нет ли каких-то иных менее затратных способов обеспечить себе то самое убежище, место, где вы чувствуете себя в полной безопасности. И давайте будем честны, на сегодняшний день, куда бы мы ни уехали, мы, тем не менее, будем все равно в доступе. В любой момент можем получить какой-то тревожный звонок, какое-то неприятное сообщение. Поэтому для нас на сегодняшний день то самое безопасное место – это вообще просто выключить тот же самый телефон или какие-то другие средства связи с нами.
Давайте подытожим. Если у вас проблемы со статусом, это базовое желание. Значит, покупка нового платья, это поверхностное желание, никак не исправит ситуации. И уже буквально несколько дней спустя ваш разочарованный мозг потребует от вас чего-нибудь еще в надежде, что это следующее новое, дорогое, ненужное наконец решит все его проблемы. И если вам не хватает близкого общения и признания, то сколько бы вы ни худели, как бы не усовершенствовали свою внешность, результат это тоже может никакого не принести. Поэтому находите базовое желание мозга и ориентируйтесь на него.